Одно из красивейших озер Чувашии находится в Янтиковском районе. Историки считают, что это озеро появилось примерно 100 тысяч лет тому назад. Название Али оно получило от имени человека Эльтер, основавшего село Альдиарово. Что такое Эль или Иль? На тюркских языках это означает государство или народ. Вот. То есть это место, где собирался чувашский народ или чувашское войско перед тем, как отправляться в поход. Весьма интересны легенды и предания, связанные с этим озером. Татарское войско появилось здесь и угнало очень много скота, красивых девушек, поубивав мужчин. Вот. В ответ на это старый чуваш по имени Суваш собрал местных людей. Они здесь совершили первый обряд жертвоприношения, первый чук. Вот. Помолившись, они попросили, чтобы татарское войско оказалось в неприглядных условиях. После этого, собрались тучи, три дня, не переставая, лил дождь, и татарское войско утопло в болотах. Начиная с 13 века, в течение долгого времени здесь проводили различные обряды, и озеро Али стало священным местом для чувашей, местом Асла-Чук, главного жертвоприношения. Весной сюда приезжали крестьяне из разных концов Чувашии, чтобы попросить у озера дождей и хорошего урожая. Sana hizipleзе kurban ulettir. Чырлах бере. Обряды где проводились? Прежде всего на северо-западном берегу. Вот видите, там склон. Вот часть берега все заросло здесь. Видите, там уже появились тополя, сосны. Последний обряд здесь провели в 1956 году, а с июля 2020 года место совершения религиозных обрядов у озера Аль 18-19 веков включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Кроме этого, Чувашское озеро Аль считается региональным памятником природы. Настоящим украшением водоема являются краснокнижные желтые кувшинки. Аль имеет воронкообразное карстовое происхождение. Наибольшая глубина озера достигает 11 метров, но у местных жителей на этот счет имеются свои предположения и предания. Говорят, это бездонное озеро. Вот, оно связано, оказывается, с морем. И такое предание даже есть. Один солдат тут вроде потерял пилотку здесь, на озере. И потом он не нашел здесь. Потом, позже, вот свою пилотку он вроде нашел в Каспийском море. То есть дно этого озера напрямую связано, выходит, с дном Каспийского моря. На сегодняшний день озеро является излюбленным местом отдыха гостей и жителей Янтиковского района. Многих привлекает чистейшая вода и живописный пейзаж изумрудных холмов.